Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил ветеранов, активистов и членов профсоюзов Ингушетии со столетием профсоюзного движения. Цитата. «Сегодня мы отмечаем знаменательную дату – 100 лет со дня создания профсоюзного движения в Ингушетии. Первые профсоюзные организации в нашем регионе начали формироваться в 1924 году, период, когда республика делала первые шаги на пути социально-экономического развития. Уже тогда они стали опорой для трудящихся, боролись за достойные условия труда, защищали интересы рабочих и их семей. Сегодня профсоюзное движение остается надежной опорой для нашего общества. Они защищают права трудящихся, способствуют улучшению условий труда, поддерживают молодежь и ветеранов, участвуют в реализации социальных программ. Особенно значимой была помощь в годы пандемии, когда профсоюзы помогали медицинским работникам и семьям, оказавшимся в трудном положении. От всей души благодарю всех ветеранов профсоюзного движения, активистов и членов профсоюзов за ваш труд и преданность. Желаю здоровья, благополучия и новых успехов». Первая рабочая неделя в январе после новогодних праздников будет двухдневная. Об этом сообщается в телеграм-канале Минтруда России. 11-дневные новогодние праздники заканчиваются 9 января. Таким образом, после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу. С 2025 года родители двоих и более детей с доходом ниже 1,5 прожиточных минимумов на человека смогут вернуть часть выплаченных налогов на доходы физических лиц за минувший год. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котюков на заседании Госсовета России, посвященного итогам года семьи. Для таких семей налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница возвращена единовременным платежом. Заявление на получение выплаты социальный фонд будет принимать без сбора дополнительных справок. Такую помощь получат родители почти 11 миллионов детей. После поручения президента Владимира Путина, сделанного в ходе прямой линии 19 декабря, Минтранс России сообщил, что приступил к работе с авиакомпаниями по предоставлению семьям с детьми 50% скидки на авиабилеты. Позже вице-премьер Виталий Савельев заверил, что правительство к 14 января обеспечит такую скидку для всех детей до 12 лет. Как пояснили в Минтрансе, сейчас льготы многодетным предоставляются в рамках субсидируемых госпрограмм: перевозка на Дальний Восток, в Калининград, между регионами и социально значимыми маршрутами Дальневосточного федерального округа. В Госдуме предложили компенсировать расходы на посещение новогодних мероприятий для многодетных, малообеспеченных семей и пенсионеров. Предлагается выделить бюджетные средства для полной компенсации стоимости билетов на выставки, новогодние представления, катки, горки и другие объекты семейного досуга в период с 25 декабря по 8 января. По мнению авторов инициативы, такие меры снизят финансовую нагрузку на семьи и пенсионеров, обеспечивая равные возможности для участия в культурных мероприятиях в праздничный период. С 1 января 2025 года страховщики начнут предлагать клиентам новый продукт – долевое страхование жизни. Оно сочетает в себе классическое страхование и инвестиции в паевые инвестиционные фонды. Такой подход выгоден для тех, кто желает не только застраховаться, но и получить потенциальную прибыль от вложений. В Банке России называют ДСЖ современным инструментом для долгосрочных инвестиций. Если страховое событие случается, инвестор получает дополнительную сумму средств, помимо той, что была накоплена в инвестиционной части. Если оно не наступает, по окончании договора застрахованный забирает накопленную инвестиционную часть. Президент России Владимир Путин предложил увеличить до 1 миллиона рублей необлагаемую налогами и страховыми взносами сумму корпоративных материнских капиталов, выплачиваемых компаниями своим сотрудникам. При этом Путин заметил, что в настоящее время такая единовременная выплата компании своему сотруднику освобождается от налога на доходы физических лиц и страховых взносов, если она не превышает 50 тысяч рублей. Мошенники начали подделывать справочные сайты и размещать там фейковые номера служб поддержки госуслуг. Эти поддельные сайты выводят в первые строчки поиска. Через них злоумышленники получают доступ к аккаунтам россиян. Кроме того, мошенники отправляют пользователям сообщения о том, что аккаунт пытались взломать. В этих сообщениях они пишут поддельные номера служб поддержки. Эксперты считают, что такие схемы особенно опасны. Люди думают, что звонят в службу поддержки и готовы выполнять команды аферистов.